дворца Ширваншахов скрыта какая-то тайна. Исмаил Бен, какой же Восточный дворец без тайны? Причем зачастую тайна была от самого правителя. Взгляните на вот этот портал усыпальницы дворца. У входа высечена надпись с именем Шаха Халилулы I. Фриз дворца венчает кораническое изречение о судном дне. А между двумя этими надписями в каплевидном медальоне скрыто имя архитектора – Меймар Али. Причем слово «Меймар» архитектор исполнено так, что его можно прочесть только лишь в зеркальном отражении. Возникает вопрос: в стране, где традиционно почитали зодчих, почему у архитектора возникла потребность зашифровать свое имя? Дело в том, что он осмелился поставить свое имя над именем Шаха, хотя и под именем Всевышнего. Узная об этом Шах, обезглавливания ему бы не удалось избежать. Именно поэтому Меймар Али скрыл свое имя в каплевидном медальоне. Но все тайное становится явным. В 1944 году медальон был расшифрован. В южной части Нижнего двора расположилась дворцовая мечеть. Строгость и аскетичность ее фасадов не умаляют достоинств этого сооружения. Очень красивые пропорции, великолепно найдено соотношение между двумя куполами мечети и минаретом. Интересно и то, что во внутреннем интерьере мечети, который трактован весьма скромно, бросается в глаза разница между более богатым убранством мужского зала с красивой отделкой михраба и очень скромное убранство женской части мечети, где михраб попросту обозначен небольшой нишей. Главным сооружением южного или среднего двора дворцового комплекса является восьмигранный в плане мавзолей Сеида Яхья Бакуви, видного ученого при дворе Шаха Халилулы I. В своем известном труде «Гюлистан и Ирам» Аббас Кулу Ага Бакиханов пишет: Сеид Яхья Бакинский был главным духовным учителем в этом крае. Имя его известно во многих таинственных науках. Мавзолей представляет собой двухъярусное сооружение. При этом первый ярус венчается полоской фриза, напоминающей репейный орнамент. Аналогии подобным росписям в ширвано-абшеронской архитектуре найти сложно. Влад, ты знаешь, дворец Ширваншахов для бакинцев — это, наверное, и Эрмитаж, и Лувр, и все музеи мира Вместе взятые. Да, но прежде чем стать музеем, этот дворец прошел очень сложную, полную перипетии историю, построенный в 15 веке. Он был сильно разрушен во время Петровской осады 1723 года, затем предан забвению. В 19 веке здесь находилось интендантское ведомство, разместившее свои военные склады. И лишь в 1932 году Михаил Алискерович Усейнов с Садых Аликперовичем Дадашевым производит первые профессиональные обмеры дворца, а уже в 1964 году дворец музеифицируется. А сейчас? 21 век начался с реставрации дворца. Это вселяет осторожный оптимизм. Может быть, дворцу удастся хотя бы отчасти вернуть его первозданный вид и первоначальный шарм. Надеемся. Влад, эта башня явно оборонительного характера, и она очень напоминает мне Романинскую башню. Потому что она была построена приблизительно в тот же самый период, что и Романинская башня. Очень напоминает также и мардокянские оборонительные сооружения. Это классическое для Абшеронского региона, так сказать, сооружение оборонительного характера, Джейбахан. Его изначальное предназначение состояло в том, чтобы контролировать подступы к Баку со стороны суши. Та же четырехугольная в плане форма, несколько ярусов внутри, в этой башне их 3. Но сообщается первый ярус со вторым при помощи приставных лестниц, которые в нужный момент могли убираться. Это чтобы невозможно. Разумеется. Высота стен, может быть, высота замка несколько уступает Романинскому или уж тем более Мардокянскому замку. Здесь всего лишь 16 метров. Однако двухметровая толщина стен могла выдержать атаку очень мощной стенобитной техники. Обидно лишь только то, что в последующие периоды это здание было застроено с внешней стороны. Поэтому это оборонительное сооружение сейчас смотрит в сторону той части города, которую оно должно было в свое время защищать. Конечно же, можно долго сокрушаться по поводу того, как такое могло произойти,
Но чувство возмущения уступает место чувству необычайного восхищения и восторга, как только вашему взору открывается это потрясающее здание в стиле венецианской готики, которое бакинцы и по сей день именуют не иначе, как Исмаилия. Без Исмаилии наш экскурс по старому Баку был бы попросту неполным. И вновь, несколькими ступеньками вниз, и из эпохи Средневековья с ее оборонительными сооружениями, с ее величественными стенами, мы окунаемся в гущу нефтяного бума, который здесь предстает перед нами, пожалуй, одним из самых ярких своих архитектурных шедевров – зданием Бакинского мусульманского благотворительного общества. Вот, это здание построил Муса Наги, где ходили легенды о его жадности. Каким образом он расщедрился на такую роскошь? Ну, во-первых, на то у Муса Нагиева были очень веские личные причины. Но вообще-то говоря, об этом человеке нельзя не признать, что Муса Нагиев был личностью феноменальной. О его жадности рассказывали всевозможные байки и истории, однако все это не совсем соответствовало действительности. Дело в том, что, будучи выходцем из бедной крестьянской семьи, Муса Нагиев сумел создать одну из самых мощных компаний в Баку и самую крупную нефтяную фирму среди азербайджанского капитала. Его годовой оборот, годовая производительность его фирмы в 2008 году составляла порядка 1,2 миллиона баррелей. Я представляю. Это была грандиозная компания, которую приходилось начинать с нуля. А Муса Нагиев работал на промыслах чуть ли не чернорабочим. И вот, пройдя сквозь все стороны бедного и даже нищенского существования, он даже разбогатев не мог избавиться от неплохой, с моей точки зрения, привычки считать деньги. Этот человек, я не могу сказать, что он был прижимистым, но он знал цену каждой копейки. И феномен Мусы Нагиева заключается в том, что, слывя самым жадным из бакинских миллионеров, этот человек внес, пожалуй, самый замечательный вклад в создание архитектурного облика Баку, ибо, не полагаясь на доходы от нефти, посмотрите, насколько был дальновидным этот полуобразованный человек, что он не хотел ставить себя в зависимое исключительно от нефти положение, и вот нефтяные доходы он вкладывает в строительство недвижимости. По проекту архитектора Иосифа Казимировича Плошка в Баку возводятся потрясающей красоты дома в стиле модерн напротив кинотеатра Низами. Великолепный дом Мусы Нагиева на площади Фонтановой по сей день является основным украшением бакинского Арбата. Собственно, количество, так сказать, недвижимости, которое располагал Нагиев, вряд ли поддается такому беглому обзору. Это был человек, владевший десятками, если не сотнями объектов недвижимости. Что же касается этого здания, то среди всех зданий, построенных Нагиевым, Бакинское мусульманское благотворительное общество стоит особняком. Дело в том, что при всех своих колоссальных капиталах Муса Нагиев не смог спасти жизнь своему единственному сыну, Ага Исмаилу, когда тот заболел чехоткой. Туберкулез тогда не лечился. И когда его сын угорает от чехотки, и огромное состояние Нагиева оказалось бессильным сделать что-либо, отец принимает удивительное решение. Он строит в Баку больницу, которая сейчас называется Нагиевской по прошествии стольких лет. Но о Нагиеве она напоминала все это время одной лишь своей конфигурации, потому что больница скорой помощи в плане имеет N-образную форму. Она расположена в некотором отдалении от центральной части Баку, потому что в городе не было отработанной системы водоснабжения, поэтому инфекционная больница подобного рода, будь она размещена где-либо в центре города, могла бы создать больше проблем, чем решить. Что же касается этого здания, то оно было возведено Нагиевым в дар мусульманскому благотворительному обществу с целью, чтобы это здание было названо именем его сына Исмаилии. И вот таким образом Муса Нагиев увековечил имя сына, жизнь которого ему не удалось спасти. Здание было построено по проекту архитектора Иосифа Казимировича Плошка. Оно имеет удивительное сходство с одним из венецианских палаццо, золотым палаццо. Но здесь наблюдается не копирование, слепое копирование венецианской готики, а ее творческая переработка чисто бакинской, так сказать, интерпретации, с великолепным использованием известняка, с ажурными формами и со всем тем, чем была известна бакинская архитектура. К сожалению, это здание стало свидетелем очень бурных и подчас трагичных событий своей эпохи. В 18 году, в марте, бакинская коммуна во главе с Шаумяном развязывает беспрецедентную резню в городе. О ней писал даже Антон Иванович Деникин, который в воспоминаниях «Очерки русской смуты» отмечает: большевистско-дашнакский переворот в Баку сопровождался неслыханными зверствами, когда был вырезан целый мусульманский, то бишь азербайджанский квартал, и количество жертв колебалось в пределах 10 тысяч. В этот период здание Бакинского мусульманского благотворительного общества, будучи своего рода средоточием
азербайджанской интеллигенции и, так сказать, всех, так сказать, ведущих благотворительных обществ, становится главным объектом ярости дашнаков. Это здание было полностью сожжено. Ой-ой-ой. Бакинская коммуна не продержалась долго, на смену ей приходит диктатура центра Каспия, под, так сказать, протекторатом англичан, затем англичан сменяют турки в сентябре 18 года, затем турецкие войска выходят из Баку. То есть вот все эти перипетии, они, конечно, не позволяли правительству Первой Азербайджанской Республики серьезно заняться реставрацией этого здания. Здание уже реставрируется в советский период, в 25 году. Когда и звезды появляются. Вот тогда-то на фасаде этого здания появляются звезды, которых вы не увидите на старинных снимках, а с фриза исчезают коранические росписи. То есть даже реставрация в советское время производилась с пристрастием. Ну, понятно. Однако возрожденное здание Исмаилии становится центром тюркской культуры. И именно здесь, в 1926 году, собирается первый съезд тюркских народов, на котором принимается решение о переходе с арабской графики на латиницу.